Пушкинка в миру и Национальная библиотека Республики Саха-Якутия в официальных документах празднуют свой вековой юбилей. История учреждения началась задолго до его строительства. Первые упоминания о возведении здания библиотеки-музея появились в начале 20 века, а именно в 1907 году. Именно тогда губернатор Якутской области Иван Крафт обсудил вопрос финансирования строительства с представителями крупных торговых фирм. Среди купцов первой гильдии, помогавших материально, значатся Анна Громова, Гаврил Никифоров, Федот Астраханцев, Николай Эверстов, Акепсим Кушнарев, Семен Барашков, Иван Силин и Николай Кривошапкин. Торжественное открытие здания библиотеки-музея прошло 5 октября 1911 года. Поздравления отправляли со всей страны. В числе телеграмм значится и поздравление от императора Николая II. Уже в 1925 году при содействии Максима Амосова было издано постановление расширенного совещания при Совете народных комиссаров ЯССР, была создана Якутская национальная библиотека. Наша библиотека сразу же создавалась как научная национальная библиотека. В ее организации участвовало очень много учреждений. 99 учреждений отправили нам книги, журналы, газеты из своих фондов. Таким образом, считаем, что вся Россия участвовала в организации нашей Якутской национальной библиотеки. Руководить одной из старейших библиотек северо-востока региона пригласили Наталью Бурыкину. При ней штат состоял всего из 2 человек, заведующего и 1 сотрудника, а книжный фонд библиотеки включал более 25 тысяч книг и периодических изданий. Она, научный сотрудник Академии наук СССР, была направлена на работу к нам в Якутию и проработала 2 полных года и стояла у истоков организации. Основу краеведческой коллекции Национальной библиотеки заложил известный библиограф Николай Грибановский. Его личная коллекция, издания на русском и якутских языках, до настоящего времени выступает фундаментом региональной литературы. Еще одна важная дата в истории Национальной библиотеки – 18 июля 1930 года. Тогда вышло постановление Совета народных комиссаров ЯССР о слиянии Якутской национальной библиотеки с Якутской городской Центральной библиотекой. Таким образом, 2 учреждения стали единым организмом. Мы очень гордимся нашим фондом. Это наше главное ресурсное богатство. Здесь собраны документы с 1730 года. И мы с большим уважением и ответственностью относимся к хранению наших национальных фондов. Во времена Советского Союза один из сотрудников Национальной библиотеки сделал настоящий рывок. Из-под пера Григория Тарского стали выходить известные классические произведения русских и зарубежных писателей, переведенные на якутский язык, что подкрепляло статус библиотеки. Но не всегда учреждение имело статус национальный. В 1938 году библиотека была переименована в Якутскую государственную центральную библиотеку. Впоследствии она стала научной. В 1949 году к названию добавилась фамилия выдающегося русского писателя Александра Пушкина. Уже через 5 лет библиотека снова была переименована. На этот раз она стала республиканской. В 1964 году библиотека лишилась статуса научной. С 1964 по 1990 годы именовалась Национальной библиотекой Якутской Саха-СССР. После развала Советского Союза учреждение стало носить свое нынешнее название – Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. По истории, если смотреть, то именно в 1925 году наша библиотека создавалась именно как Национальная библиотека нашей автономной республики. И у нас есть соответствующее постановление за подписью Максима Кировича Амосова. Военные годы не сломили дух сотрудников Национальной библиотеки. Несмотря на то, что 12 человек ушло на фронт, среди которых был директор, библиотека продолжала работать для горожан. Свои двери учреждение открывало в 9 часов утра и вплоть до 23 часов обслуживала посетителей. Работала библиотека ежедневно, поэтому неудивительно, что военная тематика занимает одно из центральных мест в книжном фонде Национальной библиотеки. Из
нашей библиотеки на фронт ушли в 1942 году 12 сотрудников библиотеки, и из них обратно на родину вернулись и продолжили свою работу только 3 сотрудников. На протяжении многих лет здание библиотеки-музея, известное как одно из старейших построек Якутска, оставалось единственным принадлежавшим нацбиблиотеке. Но 1 августа 1973 года состоялось открытие нового 4-этажного пристроя, в котором разместились читальные залы, а также отделы, скрытые от глаз обывателей. Спустя 3 года историческое здание библиотеки было присвоено звание памятника архитектуры и взято под государственную охрану. В 1990 году основное здание было закрыто и впоследствии законсервировано в связи с аварийными условиями. К работе по восстановлению памятника архитектуры приступили лишь в 1996 году. Бригада сотрудников по реставрации состояла из специалистов Чешской Республики, Якут-ПНИС, строителей из Якутии и Новосибирска. Восстановленное по оригинальным чертежам историческое здание было торжественно открыто в 2003 году. Право перерезать красную ленточку получили директор библиотеки Валентина Самсонова, президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штыров и нобелевский лауреат Жозеф Альферов. Сегодня в честь столетия 2 здания Национальной библиотеки закрыты на капитальный ремонт. Сегодня книжный фонд Национальной библиотеки состоит из почти 2 миллионов экземпляров, включающих в себя не только печатные, но и периодические издания. Безусловно, центральную нишу фонда занимают краеведческие произведения, среди которых коллекция книг Николая Грибановского. Книжное хранилище у нас очень богато дарственными коллекциями крупных ученых-североведов. Это те ученые, которые в советское время изучали быт, культуру народов, которые проживают на территории Якутии и России. Это Глафира Макарьевна Васильевич, крупный ученый-северовед. А здесь у нас коллекция Алексея Павловича Кладникова, здесь у нас коллекция Гранта Абрамовича Григоряна. Это все очень знаковые имена не только в истории Якутии, но и в истории России. Также у нас здесь хранятся первые книги и старинные книги, которые были выпущены в 17 веке, 18 веке. Чтение и письменность в 17 веке на территории Якутского уезда были распространены по большей части среди прибывшего русского населения. Они же с помощью книг занимались просветительской деятельностью местного населения. Сегодня некоторые из сохранившихся экземпляров хранятся в книгохранилище Национальной библиотеки. Самая старинная книга, получается, у нас это 1695 года. Это философский трактат. Очень любопытное издание. Эту книгу нельзя руками трогать, да, и полностью она сделана из свиной кожи. Мы очень гордимся этим изданием, потому что то, что существование такой книги, да, на латинице, говорит о том, что здесь Якутская область была жители Якутской области тяготели к знаниям разным. Национальная библиотека активно использует возможности искусственного интеллекта. С помощью технологий будущего сотрудники научили робота переводить устную якутскую речь в письменный формат. Бот называется Санна-Суру – речь в текст. Воспользоваться всеми его возможностями можно на площадке Telegram. Вторая и не менее важная разработка библиотеки – это озвучивание произведений искусственным интеллектом за счет технологии синтеза речи ИСТИН, позволяющая преобразовывать текст на якутском языке в аудиоформат. Очень часто мы слышим новые инициативы от Национальной библиотеки. И это не случайно, потому что президент страны Владимир Путин и Айсен Сергеевич, глава нашей республики, говорит о том, что библиотеки должны стать центром цифровизации языкового пространства, потому что у них огромный богатый материал. В книгохранилищах круглогодично поддерживается необходимая температура и влажность воздуха. Все окна закрыты светонепроницаемыми шторами, а экземпляры редчайших книг упакованы в специальный картон. Безусловно, старинные книги скрыты от глаз посетителей, но практически все из них оцифрованы. Этим занимается специализированный отдел Главной библиотеки республики. В их задачи входит цифровизация книг и периодических изданий, национальных инструментов и изделий, а также шедевров нематериальной культуры. Одно из направлений нашего отдела – оцифровка аудиофайлов. В данном случае здесь проигрывается грамм-пластинка Устина Нахусарова Олонко. Записывается автоматом, сразу воспроизводится, и на внешний накопитель само уже преобразовывает в цифровой формат. Потом мы его обрабатываем на сторонних программных обеспечениях и выкладываем на наш сайт. Лаборатория оцифровки была создана за несколько лет до векового юбилея.
Сотрудники библиотеки считают, что это один из ценнейших подарков к столь грандиозному событию. Новейшее оборудование имеет возможность детально отсканировать трехмерный объект вне зависимости от размера. Ежегодно через центр проходит порядка 15 тысяч объектов. Это планетарный сканер LR. Собственно, у нас их несколько. Они довольно дорогие. И они обеспечивают довольно высокое качество сканов, которые используются в работе. Переносим сканы на сервер. Оттуда они поступают к обработчикам, которые далее обрабатывают сканы и составляют электронный документ. Национальная библиотека Якутии уделяет большое внимание восстановлению старинных материалов. Среди отделов реставрационная мастерская, где сотрудники кропотливо работают над тем, чтобы дать второе дыхание книгам, газетам и плакатам прошлого. Редкие экземпляры хранятся в книгохранилище и скрыты от посторонних глаз, но их цифровую версию читатели могут увидеть на сайте библиотеки. Перед отправкой материалов на сайт все публикации проходят проверку на соответствие букве закона. Мы занимаемся управлением и формированием электронной библиотекой. Получается, мы все время следим, чтобы наш контент попадал в рамки Гражданского кодекса, часть 4. Все, что представлено на сайте, это наша работа. Отдел управления цифровыми ресурсами. Так что мы все контролируем там. Каждый библиотекарь должен знать Гражданский кодекс, часть 4. Поэтому чуть-чуть, можно сказать, у нас есть такие знания. Безусловно, цифровизация книжных памятников началась задолго до наших дней. Впервые ее начали в 1991 году. Переход в эру цифры проходил плавно, но главная цель, что тогда, что сейчас, сохранение уникальных и старинных экземпляров. У нас была очень интересная такая программа, которая называется «Память Якутии». Мы старались оставить нашим потомкам все те библиотеки, редкие издания пытались сохранить, потом нотные издания. Мы собирали ноты у наших композиторов и хранили в наших фондах. Я думаю, что и дальше будем хранить. Потом, наступила эра автоматизации, мы стали их переводить на цифру и так далее. Некоторые из редчайших оцифрованных экземпляров представлены на выставке «100 лет. Раритеты из Фонда Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия». Экспозиция разделена на 3 блока, отражающие основные направления учреждения. Как и подобает юбиляру, библиотека рассказывает историю своего становления, начиная с 20-х годов 20 века. Второй темой выставки стали первые опыты книгоиздания на якутском языке в разных городах России, и третьим блоком стала история библиотеки в годы Великой Отечественной войны. Помимо таких электронных версий историй, у нас еще представлены книги на латинской графике. Чтобы было детям интересно, мы привезли и представили детские книги, детские издания на латинской графике. Также у нас представлена в центральной зоне Священное Евангелие на якутском языке, тоже очень интересная книга. А также в блоке истории Национальной библиотеки в годы войны мы представили книги, которые были изданы в Якутске в годы Великой Отечественной войны. Пока проходит выставка в музейном комплексе «Россия. Моя история», в зданиях Национальной библиотеки проходит капитальный ремонт. Он начался за несколько лет до векового юбилея. К 2025 году были отремонтированы 1 и 2 этажи, куплена новая мебель, в новом дизайне стали преобладать корпоративные цвета библиотеки – белый и синий. В настоящее время рабочие продолжают работы по обновлению фасада 4-этажного здания, а силами сотрудников проводится генеральная уборка. В этом году, к нашему столетнему юбилею библиотеки частично, из 40 миллионов выделили 13 миллионов. Сейчас осталось в настоящее время, остался, ограждение служебной лестницы, витраж служебной лестницы и двери санузлов 3-4 этажа. Сегодня Национальная библиотека – это не просто красивое историческое здание с пристроем в центре Якутска, но и сайт с большим книжным фондом, а также архив первого президента Якутии и детская точка кипения – центр чтения. В свою очередь, руководство и коллектив ставят перед собой новые цели и задачи на новое столетие.